выбирают спорт, а это наше замечательное будущее, это наша надежда. А мы с вами переходим к следующему блоку нашей дискуссии, нашей площадки гражданской инициативы. И я передаю слово Николаю Барамагину. Добрый день, уважаемые участники дискуссионной площадки. Но, как вы знаете, в связи с активным промышленным освоением республики, очень много промышленных проектов в республике начинается и существует. Сейчас идут очень большие геологические и геофизические исследования в районах республики. Ну и сейчас уже практически в заречных районах, Усть-Алтанском, Татинском, Чурапчинском улусах начались геофизические исследования на нефть. Во всей группе Юлийских районов уже давно продолжается. Поэтому тема экологии становится очень злободневной и актуальной. И как вы все читаете в средствах массовой информации, народ волнует эта тема окружающей среды. И вот я хотел бы на нашем блоке попросить сделать ряд выступлений на эту тему. Поэтому слово предоставляется члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия Бигеевой Нелле Ханафиевне об осуществлении общественного контроля за состоянием рек в Нерюнгенском районе. Добрый день, уважаемые участники дискуссионной площадки. Вы знаете, прежде чем выйти на общественную трибуну со своим выступлением, я, конечно, пересмотрела очень большое количество материала, потому что я коснулась этой темы. И для себя открыла следующее. У человечества, я сделала вывод, нет общественного иммунитета. Мы не можем бороться со следствием бездумной индустриализации. Мы бессильны. Вот сегодня экологическая проблема одинаковая во всем мире. Если кто-то говорит, что, допустим, я убегу из России в Америку, это неправда. Земля одна, и мы никуда не убежим. Вот посмотрите, в России большое количество вечной мерзлоты, и эта мерзлота поплыла. Посмотрите, каждый год в Европе, вот во Франции, неделю держалась температура плюс 45 градусов. Климатологи всех 37 стран написали резолюцию, что у человечества осталось всего несколько лет, чтобы спасти белковую жизнь на Земле. Океан сегодня кислый, теплый. За последние годы мы оставили в нем лишь 5% рыбы от той, что была в океане. Катастрофа, да? Вот я говорю эти цифры, просто катастрофа. И по данным ученых, когда я изучала материал, в ближайшие 10 лет погибнет около 1 миллиона разных биологических видов. По данным отравления рек сбросами промышленных отходами, вообще реки, непригодны ни пить, ни купаться сегодня. Я читала про Волгу, про Дон, Обь. Волга сегодня, говорят, практически вообще исчезает. Не знаю, какая ситуация у нас с Леной. И все это следствие нашей бездумной индустриализации. И когда раньше на наших совещаниях в Общественной палате, когда говорили о проблемах Севера, я всегда всем говорила, приезжайте в Нерюнгри. У нас, во-первых, хорошая транспортная развязка, у нас дешевые цены, у нас доступное жилье, требуется работа, много рабочих мест. И я всем говорила, приезжайте в Нерюнгри. Но сегодня мне тоже очень обидно, потому что Нерюнгри тоже коснулась, как мы считаем, жители района тоже коснулась экологическая проблема. Серьезная экологическая проблема, потому что в нашем районе 2 угледобывающие компании. Это Якут-Уголь и Колмар. Компании очень серьезные, дают рабочие места. Конечно, мы гордимся тем, что у нас есть такие 2 мощные компании, но есть обратные последствия. На реке Чульман фиксируется очень негативное влияние промышленных объектов этих угледобывающих компаний. Сразу скажу, что жители поселка Чульмана, депутатский корпус, Минэкология Якутии очень серьезно подходят к решению данной проблемы. Министр экологии был уже у нас несколько раз в Нерюнгенском районе. И на рабочем совещании, конечно, эти все вопросы очень активно обсуждаются. Но в результате мониторингового исследования реки Чульман в конце апреля, послушайте, зафиксированы факты превышения взвешенных веществ
в устье реки Верхней Нерюнгри больше, чем 100 раз. Это разве не катастрофа? Конечно, катастрофа. А в устье реки Дежневка в 2 раза. Чульманцы наши, они готовы выходить на массовые пикеты, на митинги. Они говорили, что вообще перекроют дорогу углевозом. Вообще Чульману в этом году просто негде отдыхать, потому что река загрязнена на все 100% ниже старого города. Мы же все сегодня действительно в WhatsApp сидим, в Инстаграме, и вы, наверное, видели ролики, да, когда наши снимают ролики, все едут на речку с белыми носочками, макают эти носочки в воду и вытаскивают носки совершенно черного цвета. То есть вот такую акцию проводили, это вот крик души действительно, потому что река действительно окрашена в черный цвет, и если река под сажей от влияния угледобывающих компаний, то вся остальная зона вокруг Чульмана засыпана выбросами от Чульманской ТЭС в радиусе практически 3-5 километров. По словам главы поселка Чульман Сталика Николаевича, он говорит, что каждый год вот в связи с ухудшением экологической ситуации из Чульмана, из поселка, идет резкий отток населения. В 2018 году Министерство экологии обратилось в арбитражный суд нашей республики с иском о взыскании ущерба, причиненного водному объекту ручей Дежневки, речка Чульман. Сумма ущерба, которую выставили Колмуру, составила 127 миллионов. Но тогда дело закончилось заключением мирового соглашения. И Колмар обязался до конца 2019 года оснастить детские и дошкольные учреждения поселка водоочистными установками для обеспечения качественной и питьевой водой, а также до конца 2020 года построить комплекс очистных сооружений для сточных шахтных вод. Вот если компания только не выполнит своих обязательств, ей, конечно, придется оплатить всю сумму ущерба. Такая же ситуация, у нас практически такая же, происходит и с Якут-Углем. Также Минэкологии Республики провели обследование реки Чульма, также дали результаты. Посмотрите, превышение фонового значения содержания взвешенных веществ составило от Якут-Угля от 21 раза до 294. Вот за первый квартал 2019 года в результате деятельности Якут-Угля установлено резкое ухудшение качества воды. Все эти вопросы, конечно, выносит общественность на все свои совещания. Чульманцы готовы пикетировать, готовы стоять вот грудью на амбразуре, но результата пока мы получить не можем. Сегодня вынесли Якут-Углю 330 тысяч рублей штраф и на должностное лицо 50 тысяч. Выявили также, что в Якут-Угле не все, оказывается, объекты имеют разрешительные документы по водоиспользованию. То есть у некоторых документов срок истек уже еще в прошлом году, и до настоящего времени они вообще не заявляют о продлении вот этого срока. То есть этих решений не поступает. Вообще складывается сегодня такое ощущение, что Нерюнгринский район превращается в один очень большой, такой, знаете, угольный разрез. Я даже сама вот по себе замечаю, вот еще лет 5 назад такого не было. Если ты в доме открываешь окна, остаются они открытыми, утром на подоконнике просто черная сажа. Черная сажа, масляная, жирная черная сажа, и мы все это чувствуем. Вот посмотрите, река Чульман, она оказывается, я этого сама не знала, оказывается, река Чульман числится как рыбохозяйственный водоем высшей категории, что определяется наличием в ней ценнейших пород рыб. Это таймень. Но на сегодняшний день рыбаки говорят, что тайменя в реке Чульман вообще нет, он исчез. В связи с этим уже во всероссийский реестр можно вносить изменения. Река Чульман исчезла, там рыбы тайменя нет. Вот до чего вот мы довели эту ситуацию. А кроме этого, кроме Якут-Угля, кроме Колмара, у нас еще есть на территории района
малые разрезы, это Долгучан, малые разрезы, у нас филиалы ГРЭС, ТЭЦ. И поэтому, конечно, это все очень сильно влияет на экологию. Кроме того, вот посмотрите, перевозка угля. В июне прошлого года провели заседание, значит, и нашего общественного совета, и районного совета депутатов, и поставили вопрос о том, что нарушаются все технологии при перевозке угля на объекты Нерюнгринской ГРЭС угледобывающими компаниями Колмар и Долгучан. И было доложено вот тогда, значит, руководителям Колмара, что они привлекают 6 компаний-перевозчиков, которые перевозят уголь по федеральной трассе на Нерюнгринскую и Чульманскую ТЭЦ. Вот объем перевозок каждый месяц составляет 50-60 тонн. То есть провозится угля по федеральной трассе. И они заверили, что со стороны компании ведется контроль за перевозчиками, что заключены договоры, в которых предусмотрено обязательно, когда машина перевозит уголь, чтобы машина закрывалась или укрывалась тентами. Но нарушение при перевозке угля все-таки признали на этом совещании, что сослались, вернее, на человеческий фактор и невозможность контролировать каждого водителя. О том, что принятых мер по контролю за перевозкой угля недостаточно, на заседании просто не говорили, а кричали все общественники, представители общественности, призвали перевозчиков к соблюдению природоохранного законодательства. Они говорили о том, что вот эти нарушения, они ежегодно и ежечасно, и ежедневно идут. Что сделали общественники? На протяжении 3 дней они буквально проводили фотосъемку машин, которые шли на Восточный, переполненный углем, не накрытые тентами. Вот водители видят, что их снимают, да, вот видят, но не реагируют. Как везли уголь, так и везут. Уголь сыпется, летит везде и всюду. И даже когда был митинг в поселке против загрязнения поселка, он прошел 2 июня, вот даже в это время мимо митингующих проезжали грузовые машины, переполненные углем и не накрытые тентами. При том, что вот эти тенты в машинах, они были, но они лежали в машинах просто в свернутом состоянии. И поэтому чульманцы, конечно, говорят о том, что вот те мизерные штрафы, которые, значит, дают водителям, они их совершенно не пугают. Да, не пугают. Да, предложение. Предложение, значит, мы, общественный совет Чульмана, общественный совет города Нерюнгри, значит, мы еще раз собираемся в августе месяце, и по итогам августовского совещания, по итогам результата вот этого контроля, если его не будет, то действительно народ выходит на пикет. Пикетируем, перекрываем все дороги. К чему это приведет? Это, конечно, крайняя мера, но сегодня мы пока... То есть вы ее озвучиваете? Да, мы ее озвучиваем. Спасибо. Так, слово предоставляется председателю Якутского регионального отделения общественного движения «Гражданский комитет России» Жураковскому Александру Витальевичу. Общественный экологический контроль за ситуацией на реке Влюй как пример гражданской общественности. Добрый день. Я бы хотел сказать пару слов по предыдущему блоку, по трезвости. Я полностью поддерживаю те меры, которые принимаются по ограничению. И вот я и понимаю тоже позицию Андрея, потому что он говорит с позиции зрелого человека. Эти меры направлены на молодежь. И я думаю, главный итог нашей антиалкогольной работы — это то, что среди молодежи ушла мода пить. Они не пьют просто. Поэтому у меня такое мнение. Вот. Плавно перехожу с трезвости на экологию. Я вообще хотел бы поблагодарить руководство Общественной палаты и лично Николая Андреевича Барамыгина за то, что в прошлом году они поддержали серию наших круглых столов по проблемам
которые возникли после аварии на реке Вилюй. Вот. И тут у нас своя группа была тоже создана, потом я уже скажу. И вот мы, я предыдущего оратора как бы поддерживаю, потому что у нас Республика Саха-Якутия в экологическом рейтинге регионов России находится на 3-м или 4-м месте с конца. И до 80% вклада в этот плохой рейтинг — это вклад наших недропользователей. Вы все знаете о том, что вырос уровень заболевания раком и щитовидная железа и так далее. Это все показатели того, что экология у нас не очень хорошая. И не зря вышел вторым указом, вышел указ нашего девушка. Можно? Не зря вышел указ нашего Илдархана об экологии. А ведь несколько десятилетий назад, а это совсем недавно, экология у нас, наша природа была девственная, чистая была экология. Тугунков ловили возле Якутска, и они были без червей. Вот. И сейчас, конечно, кое-где природа у нас хорошая, но боюсь, что ситуация будет ухудшаться и коснется всех нас. Вот я думаю, что есть большая вероятность того, что, к примеру, через 10 лет воду из Лены нельзя будет пить, если произойдет авария где-то у недропользователей. Особенно большую опасность представляет нефть, месторождения которой очень много нашли, кстати говоря, и будут скоро тоже разрабатывать. Вот. И основная проблема у нас это в том, что из-за особенностей федерального законодательства у руководства региона и у нас всех недостаточно рычагов воздействия на недропользователей. Добавлю, что большинство недропользователей привлекают привозную рабочую силу, налоги платят в Москве, природоохранное законодательство не соблюдает, вот то, что предыдущий оратор как раз вот пример привел яркий. Даже Алроса наша родная, эта дорога идет потихоньку. Но вы скажете, что есть федеральные надзорные органы, которые обязаны контролировать за этим. Вот 5 октября прошлого года мы провели, мы основном где-то 5 круглых столов провели, да, и 2 основных было. Это 5 октября с надзорными органами и 12 ноября уже общий сход, как бы, где 250 человек присутствовало. Вот. Круглый стол по аварии на Вилюе провели с надзорными органами. Вот. И скажу, что Росприроднадзор, например, по аварии на Вилюе отреагировал только 28 августа, когда мы провели круглый стол, и они увидели, что люди наэлектризованы, люди просто злые. И сразу они отправили человека туда, а до этого совершенно не реагировали. Вот. И они отреагировали, когда мы просто недоверие выразили руководителя Росприроднадзора на круглом столе. Вот. После этого они насчитали ущерб, река Вилюй это федеральная собственность, насчитали ущерб 22 миллиарда рублей, но по надуманным причинам как бы федеральный орган отменил это решение. Вот. Хотя ЧС в районе нигде не было как бы объявлено, и по закону только при объявлении ЧС они могли отменить это дело. Ну, дело сшито белыми нитками, скажем прямо, да? По Ростехнадзору там ситуация такая же. Там дамбы на Ирлях, которые прорвало, они якобы были 4-й категории, то есть безопасные. А на самом деле-то они даже на учете не стояли. И после того, как вот мы немножко пнули, они отправили проверку и как бы предписание Алроса поставить их на учет. То есть я что хочу сказать. При нынешнем федеральном законодательстве недропользователи могут делать все, что хотят. А система надзорных органов наша не работает. Вот.
Поэтому на общественных слушаниях ОМФ, Общественной палаты и Общественно-экологического совета Минэкологии 12 ноября, про который я сказал. Можно дальше? В которых принимало участие более 250 человек, мы приняли обращение к президенту Российской Федерации с системными предложениями о недопущении в дальнейшем таких аварий, как на Вилюе. В нем 7 пунктов. Объявить бассейн реки Вилюй зоной напряженной экологической ситуации, предусмотреть комплекс мер по недопущению в будущем загрязнения рек. И третий, один из основных ключей, это вернуть закон права двух ключей, который раньше был, то есть при выдаче лицензии была тоже подпись региона, потому что сейчас подпись региона при заключении когда Роснедра подписывает договор с недропользователем, там подписи региона не бывает. Поэтому в договоре там зачастую социально-экономического развития, там уж про трудовые ресурсы совершенно не сказано. Следующий пункт — это придание бассейну реки Лена статуса особо охраняемой природной территории. Тут дело тоже сдвинулось. Вот мы когда встречались с депутатами Государственной Думы, они сказали, что возможно проект экология федеральный будет включена такой раздел, как Сибирские великие реки, в том числе бассейн реки Лена. Но следующий пункт — это экологические фонды для восстановления экологии, страхования. И один из ключевых вопросов, вот 7-й вопрос, который вот мы отправили к Владимиру Владимировичу Путину, это рассмотреть вопрос создания единой системы надзорных органов с усилением региональной части и дать ей право проверять недропользователей без предварительного согласования, как в советское время было. В советское время был во форме партии человек, он мог после аварии просто пломбу поставить, и любая компания просто переставала работать. Вот. И после этого мы без особых усилий собрали почти 12 тысяч подписей. И 12 июня мы отправили обращение на имя Владимира Владимировича Путина. Думаем, что наши предложения учтут, иначе народ будет волноваться. Хотели же, ну вы слышали, наверное, волнения-то большие были. Хотели и митинг организовать, и на первом заседании 28 августа Федот Семенович Томусов вообще предложил недоверие нашему Минэкологии оказать, как бы сказать, хотя на самом деле это Минэкология наша работает, но у него полномочий просто не хватает. И в связи с этим хочу сказать, что ОМФ недавно проводила круглый стол о том, что действительно надзорные функции необходимо возвращать регионам, и право двух ключей нужно возвращать. Вот. Добавлю, что по проблеме Вилюя выступал Вячеслав Петрович Алексеев в Общественной палате Российской Федерации, тоже нашу позицию довел. Вот. Про Тумусова я уже сказал. Вот. И я хочу в заключение сказать, что вот с нашим обращением перекликается предложение челябинского губернатора Алексея Текслера, который предложил разработать экологический стандарт, в соответствии с которым будут открываться решения об открытии новых производств в регионе. Вот. Экологический ГОСТ, который они разрабатывают, будет соответствовать не только российским требованиям, но и международным. И я думаю, и данную инициативу уже поддержали на федеральном уровне. И вообще вот, Алексей Текстер написал, либо мы заставим соблюдать наши экологические требования, либо такие предприятия работать у нас не будут. Думаю, что это хорошее предложение, это одно из предложений, которые вот я предлагаю в наше решение внести, в резолюцию внести, да. И еще одно предложение в резолюцию. Мы круглый стол организовывали по загрязнению рек нашими вот поселками, городами и так далее. Вы знаете, что принята программа «Экология» федеральная, выделены деньги, но, к сожалению, Республика Саха-Якутия почему-то вот такой раздел, как загрязнение наших городов, поселков,
водных объектов не включила. Я предлагаю, и мы, когда вот Министерство ЖКХ приглашали, они прямо сказали, такой программы нет. Вот я предлагаю в протокол тоже внести о том, чтобы такую программу разработать, и в программу федерального бюджета вполне можно по программе экология этот вопрос решить. Поэтому почему не сделали проектно-сметную документацию, почему не включили? Поэтому работы у нас очень много, и прошу вас поддержать. Я думаю, что если в прошлом году почти 10 рек загрязнили, в этом году уже вот по Нюрнбергу уже идет там и так далее. И это все касается всех нас, каждого из нас. Потому что через 10 лет, через 20 лет, что у нас тут будет при нынешнем законодательстве, это страшно представить. Поэтому прошу вашей поддержки и давайте вместе работать. Это улучшение нашей экологии. Спасибо. Так, следующее слово предоставляется члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия Копылову Виктору Евгеньевичу. Проект «Общественный наставник» как пример гражданской инициативы. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, разрешите поздравить вас с началом гражданского форума. Я надеюсь, эти пара дней будут для вас полезными. Вы подчеркнете много нового для себя и, соответственно, поделитесь своим опытом. Ну, по проекту «Общественный наставник» хотелось бы сказать пару слов. Вообще, я являюсь президентом якутского отделения мотоклуба «Ночные волки». Наверное, слышали про такое. Мы занимаемся, помимо патриотического воспитания молодежи, мы занимаемся продвижением нашей истории, не переписанной истории. Это ежегодные мотопробеги в Берлин, Дороги Победы, приуроченные к 9 мая. Это ежегодное байк-шоу, на которое собираются сотни тысяч человек, где рассказывается также о истории действительно, которая не переписана и так далее. Вот. Наше отделение также принимает во всем этом участие, во всех этих мероприятиях. Вот. Скажем так, на территории города Якутска и нашей республики мы занимаемся как раз вот проектом «Общественный наставник». В частности, мы работаем с детскими домами. То есть ни для кого не секрет, что, к сожалению, в нашей стране достаточно большое количество детей-сирот. Еще более прискорбно, что есть такая категория социальных сирот. То есть те дети, у которых есть родители живые, но они, к сожалению, не исполняют свои обязанности. То есть они не воспитывают там пьяницы, наркоманы и так далее. Вот. А в частности, у нас, скажем так, мы взяли подшефство над детьми дома Берегиня, детского дома Берегиня. Значит, ежегодно мы приезжаем к этим детям на мотоциклах, показываем, ну, во-первых, показываем себя. То есть тот огонек, который мы можем разжечь в детях, ну, в глазах детей, он, конечно же, ни с чем не сравним. Это чувство, когда ты рассказываешь там ребенку, где ты был в прошлом году, и у него появляется эта искорка в глазах, и он думает, ага, я тоже хочу так. Да? То есть личным примером, в первую очередь, своим личным примером каждый из нас может вовлечь ребенка, чтобы он не пошел по подъездам, да, заниматься всякими нехорошими вещами, употреблять алкоголь, курить там в подъездах и так далее. То есть нужно показать своим примером, куда нужно стремиться. И ребенку это должно быть интересно. Вот. Допустим, в этом году мы также совместно с ГИБДД, есть такой проект у них, Малая академия дорожных наук, вот так называется. И, значит, ГИБДД взяло шествие над детьми со всей республики. Они приезжали здесь в Сосновом Бору, 2 недели, активный сезон, то есть они обучали там правилам дорожного движения, обучали детей, там есть автогородок и так далее. Очень интересно. У нас в этот момент как раз гостил мототурист с Твери, который объехал практически весь свет уже. Мы просто пришли и сказали, что вот есть такой человек, и он показал в своих видео, ну, минут 30, наверное. Дети просто с открытыми ртами слушали, и была куча вопросов после того, как он доложился. То есть настолько интересно, детям понравилось, они там сразу начали искать этот Инстаграм его, сразу там по хэштегам переходить и так далее. То есть буквально за полчаса можно ребенку, так как он еще достаточно пластичной психологии, да,
за полчаса можно привить такую идею, которую он понесет с собой через всю жизнь. То есть призываю, конечно, всех вас работать с детьми. Дети — это очень благодатный материал, вне зависимости от возраста, между прочим. Я в свое время работал в университете, и там точно такие же дети, и с ними точно так же интересно общаться. Вот. Помимо этого, ну так, если вкратце о нашей деятельности, да, мы развиваем, то есть каждый из нас может продвигать бренд Якутия. Для нас, для каждого, да, Якутия, она, ну, как в сердце. Мы ее очень любим, это наша родина. Вот. И мы сейчас каждый год делаем для мототуристов, то есть мы открыли мотоцентр в городе Якутске. Помимо того, что там любой мотоциклист города, скажем, может там прийти получить какую-то помощь, там моральную, может быть там в ремонте мотоцикла, может быть там какой-то совет просто по выбору, да. Вот. Помимо этого мы встречаем гостей. Гости к нам приезжают отовсюду. Допустим, за лето наше короткое, я не помню, наверное, нет ни дня, чтобы у нас кто-то не жил. Буквально вот вчера уехали гости с Находки, уехал англичанин пакистанского происхождения. Там были, в этом году был человек с Луганска был, поляки были, чехи были. То есть народу очень много. И раньше все эти люди проезжали просто мимо города Якутска, потому что, как правило, у нас дорога одна, дорога Костей, на Магадан там и так далее. Якутск — это была просто черная точка на карте, потому что, ну, сами понимаете, на паром нужно там успеть заехать, да, 1,5 часа потерять туда, там 2 часа, час обратно, вот. Но так как мы начали к себе, скажем так, призывать людей, приезжайте к нам в гости и так далее, сейчас, по-моему, ни один мотоциклист мимо не проезжает. И каждому, ну, конечно, в меру своих возможностей, нас немного, нас всего 11 человек, но тем не менее, в меру своих возможностей мы стараемся показать как минимум наш город. И ребята уезжают отсюда просто восхищенные. Также уже 4-й год подряд мы зовем ребят на эссе. То есть это, ну, сами знаете, только вот прошел, отгремел, скажем так, да, и в Намском районе, и в городе Якутске эссе Туймады. На эссе в этом году приехало порядка 20 гостей. То есть мы также встречаем, размещаем, показываем, вывозим непосредственно на место проведения, рассказываем о нашей культуре, потом едем, там, забираем у всех, едем на Иланку, отвозим на Ленские столбы. То есть это вот та небольшая вроде как толика наша в развитии туризма, имеется в виду, в развитии туризма. Но ребята все чаще и чаще приезжают. И уже есть люди, которые на мотоциклах к нам приехали не в первый раз. То есть они конкретно едут к нам на эссе посмотреть, познакомиться с людьми. И всех этих людей очень сильно восхищает Якутия. Поэтому от энергии каждого из нас, от желания продвинуть там свою родную республику, многое зависит. Поэтому дерзайте. Ну, всем успехов. Спасибо. Я хотел бы небольшую ремарку сделать вот по этой теме гражданской инициативы. Вы знаете, вот в течение многих лет на что обращаю внимание, что очень важно вот в этом направлении. Очень важно лидерство. Вот если есть хороший лидер, то будет развиваться тема. Вот Нелли выступала, я там без отчества много лет ее знаю, да? Почему у них эта тема поднимается и будет подниматься, и они добьются своего? Потому что замечательный лидер. Вот Александр Витальевич рассказывал по теме Вилюя, да? Там очень много сделал Тумусов Федор Семенович, да? Вот сейчас Виктор рассказывал, здесь нечего прибавить, всем понятно. Но, к сожалению, у нас вот есть проблема с лидерами. Вот обязательно нужно нам думать, создавать все какие-то возможные условия для формирования лидерства среди подрастающего поколения. Спасибо. Спасибо, Андрей. Отличная ремарка. Так, переходим к обсуждению. Вот здесь ряд записались. Ага, так, сейчас слово предоставляем члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия Александру Васильевичу Самошеву. Добрый день. Я из города Ленска. Тоже в общественной деятельности давно. Но, как мне сказали, по линии охраны природы нам удалось в прошлом году, благодаря
действиям общественности отменить строительство очистных сооружений на одном из объектов «Газпрома», который собирался сливать свои сточные воды в нашу небольшую речку Мухтуйка, которая через буквально километр попадает в Лену, и там и водоочистные сооружения, все. И нам сначала, конечно, дали отворот-поворот, даже разговаривать не стали, кто вы такие. Я наткнулся на эту трубу совершенно случайно, поскольку это за чертой города. Ну, прошел, посмотрел, думаю, что за труба, почему сюда выведена. Видно, что это сливная труба. Мы не обращали внимания на ее строительство из-за того, что думали, это «Газпром» тянет газопровод в аэропорт Ленск, там котельная большая и так далее. Мы думали, это все в благородных целях. Но из-за того, что она остановилась возле чистой речки, вызвало подозрение, мы начали изучать эту тему, оказалось, они сливать свои отходы собрались к нам в речку, откуда мы пьем. Ну, естественно, подняли шум, собрали общественность. Нам сначала очень жестко сказали, это уровень Москвы, это люди Митлера, это люди очень близкие к Путину, сидите, молчите. Нет, мы пошли, собрали подписи, более 11 тысяч подписей собрали. Люди пошли в администрацию. Удалось собрать такую волну, что в конце концов нам гарантировали, что никакого слива не будет. Действительно, трубопровод заварили, никаких сбросов нету. Люди постоянно туда навещаются, поглядывают. Они не разрезали ли трубу, не вскрыли ли ее для слива. Демонтировать пока не могут, потому что объект не сдан. Когда сдадут объект, потом уже демонтируют полностью. Ну, это о наших победах. Ну, а в экологии есть еще более сложные моменты, когда большой «Газпром», также и «Транснефть» нам загрязняют прекраснейшую реку, тоже приток, левобережный приток Ленина, это река Нюи. И вот в притоке Нюи сливаются различные там технологические вещества попадают, которые при объективных анализах показывают страшнейшие результаты, нисколько не меньше, чем вот творится в Нерюнгри. Поэтому мы с экологической организацией здесь, в городе Якутске, ЭйГе, ведем очень контакт близкий. Они приезжали к нам с семинарами, проводили обучение людей. Будем заниматься. В этом году, наверное, они, как обещали, выделят нам приборы для контроля качества воды. И будем отстаивать те вопросы, которые связаны вот с освоением наших нефтегазодобывающих предприятий. Вот они наши территории осваивают и наносят громадный ущерб. Достаточно сказать о том, что у нас есть несколько ресурсных резерватов. Я, поскольку занимаюсь и парапланерным спортом, занимаюсь попутно по просьбе Минэкологии отстрелом волков, хищников, которые истребляют копытных животных. И буквально 5-6 лет назад обратились ко мне за помощью. Я вылетал в ресурсный резерват Алдон и насчитал за 1 час 20 минут более 100 лосей. За час 20 я пролетел максимум 60 километров. И насчитал более 100 лосей. И 2 года назад меня пригласили туда же. Я за час обнаружил только одного лося. И волчьих следов было крайне много. То есть это говорит о чем? О том, что не только волки. У нас многие волки, вот эти вот недропользователи, все пути миграции, которые к нам идут через этот ресурсный резерват, превращены в профили. Профили такой чистоты,
что вот едешь на машине по одному профилю, видно машину по тому профилю идущую и слева, и справа. То есть частота настолько, если подняться над ними в летательном аппарате, то все усеяно, как ветка дерева. Буквально через каждые 200-300 метров профиль. Ну зачем? Всю тайгу вырубили. И лес стал настолько просматриваемым и продуваемым, что звери, подходя к нашей территории, не идут на свои исконные земли, а обходят ее и расходятся. И пути миграции у животных нарушены. Таких моментов очень много, и это наносит естественной природе ущерб, очень сильный ущерб. Кроме этого, ну, коли уж передо мной выступил столь популярный человек по работе с молодежью, да, я бы хотел сказать вот два слова буквально. Перед моим вылетом в Якутск ко мне вчера в Ленске подошел руководитель общественной организации военно-патриотическое воспитание молодежи в городе Ленске. В Ленском районе Якутии называется он «Север». Это общественная некоммерческая организация. Они все руководители, да, тренеры и так далее, все это в прошлом, в советское время, в ДОСААФ СССР были участниками чемпионатов России, чемпионатов Советского Союза, призерами были. Это мотогонщики, автогонщики, такие активные мужчины, которые уже в зрелом возрасте. И из-за того, что молодежь очень интересуется, они хотели возродить вот этот вот ДОСААФ. Почему? Потому что в последние годы там какие-то автомастерские и так далее. Пошли они по пути возрождения ДОСААФ, и что вы думаете, наткнулись на просто агрессивное сопротивление со стороны руководства ДОСААФ Республики. Пожалуйста, я прошу вас этот момент как-то отметить надо. Почему? Потому что там у нас был лучший в республике тир, стандартный, оборудованный полностью. Вначале превратили в какой-то магазин, потом мебельный какой-то цех, потом вообще его завалили. Теперь эти гаражи, где стояли мотоциклы, эти картинги, автомобили, все это превращено в мастерские по ремонту автомобилей. Какие-то иностранцы, там, таджики, узбеки освоили эту территорию, и нашим детям идти некуда. Этот клуб военно-патриотического воспитания пошел к мэру города с заявлением. Вон все документы у меня лежат с собой. Они обратились к мэру города, попросили хотя бы другую территорию им дать. Там тоже брошенные производственные помещения, где сейчас ребятня собирается, жгут костры и так далее. Хотят освоить эту территорию, сделать мотоклуб. Нет, им опять надо землю. И вот целый год они с лишним бьются. И я бы хотел, чтобы каким-то образом наш форум обратил внимание. Это очень хорошее дело, и они занимаются очень таким военно-патриотическое воспитание молодежи. И это опять же перекликается с тем, что вот первые ораторы говорили о борьбе с алкоголизацией населения и так далее. И нам надо действительно вот, учить подрастающее поколение не пить, не употреблять эти наркотики и так далее. И вот тогда будет хорошее, достойное наше наследие останется. А если мы их не научим, это действительно, вот как Андрей говорит, то, что мы сегодня ограничим время продажи, ничего не даст. Я для примера скажу, в этом... Да. 1 минута. Нынче был буквально в Новосибирске, в железнодорожной клинике, обследовал свой мотор. И там выходишь из ворот, магазин круглые сутки работает, написано всегда.
С одной стороны продукты, с другой алкоголь. Никого нету. Целый день. Я вот туда вперед хожу. Там утром на зарядку, то есть на прогулку. Нету, никто не стоит там. Хотя круглые сутки открыто. Поздно идешь, все равно никого нет. У нас к 2 часам народ собрался, к 8 уже скоро эти полки сломают. Все, все, спасибо. Так, слово предоставляется Петру Николаевичу Николаеву. Только предложить. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Меня зовут Николай Петр Николаевич. Я являюсь директором филиала Российского общества знания Республики Якутия. Ну и также имею ряд общественных таких полномочий в других направлениях. И, соответственно, сегодня хотел поделиться маленьким своим опытом, ну и высказать свое определенное предложение по тем или иным вопросам. Те, которые знают деятельность общества знания, наверное, в курсе наших вопросов, дел, да? И хотел сегодня наших вот старых членов общества знания, ну и для других, дать информацию такую, что сегодня Российское общество знания полностью формируется, и это совсем другая организация, чем предыдущая. И на сегодня мы пытаемся, ну, не то что пытаемся, а привлекаем активно всех таких инициативных товарищей, которые занимаются по тем или иным направлениям просветительской работой. Ну и, соответственно, информационно-просветительной работы среди населения. На сегодня мы готовы обучить тех людей, которые занимаются просвещением, дать им, предоставить им методические материалы. Также сейчас основные приоритетные направления – это работа с людьми старшего поколения. И в рамках этого у нас с прошлого года через Министерство труда Российской Федерации получено образовательный сертификат на преподавание по направлению, по программе цифровой кураторства. То есть на сегодня вы все прекрасно знаете, что цифровая экономика, ну и вообще цифровизация активно входит в нашу жизнь. И несмотря на то, что мы сейчас 97% населения пользуются WhatsApp, есть определенные нюансы. Если мы возьмем госуслугу или нашу вот, Якутия, да, единая основа по Якутии, то многие до сих пор не умеют пользоваться данными услугами. Вот. Ну и, соответственно, задача образовательной программы кураторства обучить население вот как раз по данному направлению. Улучшившим образование даются соответствующие документы государственного образца. Следующее направление – это работа с молодежью. Сегодня выступающие говорили о том, что по направлению патриотизма и по другим направлениям необходимо работать с молодежью, в том числе по экологическому направлению. Одно из главных наших проектов – это 2016 года мы по местным технологическим лицеям-интернатам реализуем проект по следам Беча Тамарака, где молодежь Сибирской группы ВУЗ привлекаем к исследованию родного края. И надо сказать, что где-то вот 50-60-е годы изучение, такое движение, как краеведческое движение по всей стране, и в том числе Якутия очень сильна, то начиная с 90-х годов это получило такой спад. И только вот последние 5 лет опять получает возрождение. И надо сказать, что вот в Тунтарском вузе есть замечательное село Капендель, многие знаете, наверное, но самое интересное бывает и интересно наблюдать, когда вот сунтарские ребята из села Сунтар
приходят в село Копенляй, вот 15-14-летние ребята приходят и говорят, оказывается, у нас есть такое замечательное озеро, оказывается, у нас соль добывают, ну и так далее. А я не говорю о том, что те ребята, которые приезжают с Вилюйских, ну, с других Вилюйских вузов. И, соответственно, территория наша очень огромная, и у каждого ребенка свое представление о Якутии. И пока мы не научим наших детей ценить каждый кусочек нашей родной земли, вот вопросы экологии будут Петр Николаевич, предложение. Да. Вот. Ну, предложение такое. У нас, вот я прочитал внимательные рекомендации, да? К сожалению, здесь нет информации по тем или иным мероприятиям, которые проводятся на российском уровне. Я хотел просто озвучить несколько мероприятий, которые проводятся на российском уровне. И чтобы активно наше население, в том числе молодежь, приняло активное участие. Ну, первое – это всероссийский конкурс «Россия моя, страна моя». Очень интересный проект. Конкурс реализуется уже 16 лет. К сожалению, из Якутии участвует очень мало людей. Вот. Есть у нас площадка «Российские общественные инициативы». К сожалению, из Якутии очень мало людей предоставляют там свои инициативы. По идее, там те, которые подают, если ваша, ну, скажем так, инициатива получит 100 тысяч голосов поддержки, то, соответственно, ваша инициатива будет рассмотрена на федеральном или на республиканском, ну, региональном уровне. Вот. К сожалению, в Якутии таких инициатив очень мало. Третье. Я, кроме этого, являюсь координатором Центра поддержки гражданских инициатив. Ну, здесь, конечно, про партии мы не будем говорить, да? Но данный центр создан при сторонниках партии «Единой России», да? Но мы не говорим о том, что надо поддерживать там «Единую Россию» там, и так далее. Центр поддержки гражданских инициатив в первую очередь нацелен на то, чтобы усилить гражданскую инициативу среди населения по всей стране, нашей, ну, огромной страны. И одним из таких ближайших мероприятий, которые мы хотим провести, это конкурс инициатив, 12 инициатив, гражданских инициатив. В ближайшее время будет объявлен нами. В чем суть этой инициативы? Заключается в том, что в ноябре у нас будет объявлен третий этап президентского гранта. И все-таки вот те проекты и гранты, которые получают президентскую поддержку, получили больше, ну, такую информацию или разъяснение, поддержку от населения. К сожалению, многие проекты, общественные проекты, ну, скажем так, остаются на стороне от населения. То есть о тех или иных проектах знает только узкий круг людей. Вот. И, соответственно, вот, Центр поддержки гражданских инициатив проводит именно такой конкурс, для того, чтобы ваш проект больше людей узнало. И самое главное, мы готовы улучшить и откорректировать ваш проект для дальнейшего участия в президентских грантах. И по рекомендациям непосредственно. Сегодня говорили много о экологии, да? Вот мы услышали вопрос о Нернгере, бассейне реки Вилюй. Вот здесь все-таки я рекомендации Министерства экологии, где необходимо обеспечить обучение общественных экологов, все-таки оставил бы в колонке общественная палата. Все-таки Министерство экологии это государственный орган. Сегодня дают это свидетельство. Да. Я сам являюсь членом общественного экологического совета Минэкологии, да, и, соответственно, я сам прекрасно знаю, кто там сидит у нас, общественных экологов, да, некоторые там районов. То есть, чтобы, скажем так, случайных людей не было, необходимо со стороны общественной палаты, ну, особый контроль над именно вот этими общественными экологами. Потому что
бывают такие случаи, что используя корочку общественного эколога, наоборот, вот эти товарищи занимаются браконьерством, загрязнением, ну и так далее. Вот. И при любых обстоятельствах они выставляют себя как защитники охраны окружающей среды. Поэтому все-таки вот этот вопрос именно контроля за деятельностью экологов и инспекторов, именно общественного, вот, по организации общественного контроля, необходимо делать. И потом, я прекрасно знаю, что на федеральном уровне Общественной палаты Российской Федерации проводится обучение общественников, экологов по организации контроля. Да? И, соответственно, с Общественной палатой, Общественная палата Республики Саха-Якутия необходимо с Министерством экологии привлечение экспертов Общественной палаты Российской Федерации, организовать такую региональную. Обучение только не на Министерство экологии возможно. Кроме этого, и в защиту Министерства экологии. Могу сказать, что Министерство экологии уже последние 3 года инициирует, чтобы все муниципальные образования разработали экологическую программу по природоохранной деятельности. К сожалению, на местах общественные советы недосконально проводят контроль над реализацией данной программы. К сожалению, финансовая обеспеченность данных программ очень низкая. Вот. И на сегодня те штрафные санкции, которые идут недропользователям, и когда недропользователь оплачивает вот эти все штрафные санкции, 100% они попадают в бюджет муниципального образования. И, к сожалению, не все эти средства идут на экологическую, на экологию. Да. И, соответственно, по идее Министерства экологии, все вот эти деньги, которые идут через негативное воздействие окружающей среды, и, кстати, с прошлого года по негативному воздействию окружающей среды 60% поступает в муниципальное образование. И, если я не ошибаюсь, в Нернгере сейчас чисто по НГОС получает примерно 20 миллионов рублей. Вот. Задумайтесь, 20 миллионов рублей Нернгер получает только за счет негативного воздействия окружающей среды. Куда эти деньги идут? На экологию сколько денег идут? На экологическую программу сколько денег смотрят из этих средств? И в том числе по штрафам. То есть, если организация оштрафована на 40 миллионов, на 20 миллионов, и даже вот те средства, которые были, миллиарды, да, должен был ОЛОС оштрафован, то эти миллиарды рублей должны были разделить между собой, 5 основных муниципальных образований, которые находятся на бассейне реки Вилюй. И задумайтесь, сколько миллиардов могли получить каждый район. Вот. Но, к сожалению, мы не смогли. Вот. И мое пожелание, все-таки вот по гражданской энергии, к сожалению, необходимо вот общественная палата, если мы говорим о проблеме Вилюя. Петр Михайлович, время. Последнее предложение. Уже очередь, да? Да, последнее предложение. По Вилюе, если заканчиваю по Вилюе, мое предложение такое, чисто как общественника и гражданина, да, Республики Саха-Якутия. С прошлого года мы пытаемся разработать научную программу, но на сегодня никак эта научная программа не разрабатывается. И, соответственно, хотел бы через общественную палату рассмотреть данную программу. Спасибо. Слово предоставляется Любимиру Николаевичу Михайлову. Просьба очень коротко. И на этом мы вот этот блок заканчиваем. Предложение можно? Так, пожалуйста, после выступления. Из участников гражданского форума. Мое выступление. Спасибо Николаю Барабюгину. И поддерживаю Андрея, Владош и полностью поддерживаю слова Александра Жуговского по защите реки Вилюя. Работу проводим. Вместе работаем. Я являюсь активистом Общероссийского народного фронта. Меня зовут Михайлов Леонид Николаевич, правозащитник и общественник. У нас моя родина является Нюрбинской область, село Малыкай, где течет река Марха. На реке Марха добывают алмазы,
Алроса, компания Алроса, Нюрбинский ГОК, Айхарский и Удачнинский ГОК. И каждый год загрязняет нашу реку Марха. Поэтому после по факту космоснимков 29 мая ко мне обратились жители Нюрбинского района, мои земляки, о том, что действительно Нюрбинский ГОК, активная компания Алроса, загрязняет сточными водами нашу реку Марха. После этого мы создали инициативные группы, и сейчас в данное время собрали более 500 подписей семей, это более 2000 человек, да? Ну, из-за загрязнения реки Марха растет, ну, сами понимаете, там заболеваемость и зубные болезни. Даже у маленьких детей обнаружили зубные заболевания. Ну, это куда годится. Ну, и по Нюрнбергскому тоже коллегу поддерживаю. Мы также оставим и будем защищать свою реку, да? Этим мы обратились к руководству города Республики Якутия, председателю Ильтумен Гоголеву, а также были на приеме у природоохранной прокуратуры. Оставили обращение и требования, да, наши. Ну, хочется сказать, акцентировать внимание, да, мы общественники вроде заказываем статьи, Инстаграм выходим, WhatsApp, но муниципальная власть и спит на местах, муниципальная власть. Ну, вроде народ выбирает главу, да, муниципальное образование, но сейчас они ждут сверху звонка телефона, да. А администрации главы правительства ждут звонка, как поступить. Поэтому сейчас мы, например, начиная июня, да, уже месяц прошел, наши земляки, мои земляки, жители Нюрбинского, не защищены муниципальной властью, главой, депутатами, все уровни. На Слегов молчат все, как глухие немы. Требования наши главе республики. Нужно срочно провести необходимые работы для поиска резервных источников водоснабжения на Слегов, Малкайский, Маркинского, Кустов. Выделить финансирование муниципального бюджета или Алроса и обеспечить установить новые водоочистительные установки. Сейчас Нюрбинский район разделен на два. Половина, 25 тысяч человек живет, проживает 12 тысяч человек на берегу реки Вилюя, а половина, мои земляки, получается, где проживает устье реки Марта, ну, на берегу, это больше 10 наследников. Обеспечить чистой питьевой водой. Они пьют сейчас грязную, ядовитую воду. Третье. Организовать независимую экологическую экспертизу. Привлечением экологов, прокуратуры и общественников. И самое, четвертое. Привлечь должностных лиц, акционерная компания Алроса, к ответственности. У меня все. Мы, жители Нюрбинского района, будем защищать свою реку, где выросли и где живут наши родные и друзья. Спасибо за внимание. Спасибо за предложение. Зовут меня Данилов Антон Владимирович, я замдиректора второй школы нашей, да? Пришел как его нашего директора. Я вот как бы скажу, по первому вопросу, что у нас было по алкоголизации, да, скажем, тут как бы мнение за и против, но, как бы, скажем, я бы хотел сказать, что вот говорят, стоит магазин, да, и никого нету, да, то есть, если стоит магазин, значит людям выгодно, да, то есть, прибыль есть, он работать будет, этот магазин, да. Я вот недавно, в 2016 году был в Кемерово, по работе, я был поражен, то есть, там каждый дом пивной магазин, то есть, пивные ларьки, то есть, и акция там, купить 2-3, то есть, то есть, у нас в Якутии в этом плане, как бы, я вот, вообще, то есть, у нас такого нет, то есть, отдельный магазин, да, то есть, скажем, и, как бы хотел сказать, то есть пиво пьют дети, да, то есть, молодежь.
Взрослые люди, как моего возраста, они уже переходят на крепкие напитки. Алкоголь, то есть водка, ну, грубо, ну, не тратят на, не мелочат, они чисто пьют водку, да? Сидят, конечно, дома водку пьют. А именно пивные магазины, они вот рассчитаны на молодежь, они спаивают. И потихоньку они, дети, получается, спаиваются и переходят уже на крепкие напитки. По поводу насчет этого я хотел бы предложить, чтобы мы, может, внесли, да? То есть у нас сейчас по телевизору идет реклама безалкогольного пива, да? Но это, ну, все понимают, что это пиво, рекламируется пиво нормальное, то есть, ну, как бы, с градусом. То есть, предложение, чтобы, ну, внести, чтобы на центральном телевидении, значит, был запрет на безалкогольное пиво, да? Да, на рекламу, то есть. Значит, и, значит, последующий вопрос, по поводу, ну, говоря, загрязнения там рек там и так далее, да, вот у нас в школе проходит уже который год летняя профориентационная школа «Арктика и космос», да, где, значит, у нас дети как раз вот исследуют проблемы из космоса, значит, изучают снимки, вот, реки вот Алдан, то есть, ну, Вилюют, то есть все эти снимки дети изучают, пишут научные работы, и, то есть, грубо говоря, из космоса можно увидеть все, то есть там, как бы, скажем, презентовали, то есть даже элементарно в каком-то городе, не помню, то есть археологические раскопки, ну, курган какой-то кто-то разграбил, и полиция не могла найти дело, то есть когда это было. И вот они из космоса элементарно смотрят на эти вот этот курган и по дням, то есть даже определили, в какой период было расчищение этого кургана, поскольку там далеко находится. И здесь получается, то есть можно даже если не сфотографировали этот КАМАЗ с углем, да, то есть из космоса все прекрасно видно, то есть, ну, как бы скажем, ну, можете так вот, могу дать координаты вот людей, которые занимаются, то есть, ну, насчет, если нужны какие-то доказательства этих нарушений экологических, скажем так, да. И по поводу, значит, уже самой общественной палаты, у меня вот, не знаю, вопрос такой, да, я вот зашел, вот, скажем, на сайт и посмотрю, то есть комиссии, какие у нас общественные, комиссии по экономическому развитию, по развитию села, по социальной политике. Ну, это, грубо говоря, дублирование государственных структур, да, то есть зачем такое, то есть по-хорошему общественная палата, это, ну, я так понимаю, это правопреемник, наверное, комитета государственного контроля, да, то, что был в Союзе, да, то есть там действительно это была серьезная организация, которую боялись все, начиная там от мелких чиновников и до больших. Почему они боялись? Потому что это, значит, организация была один из органов государственного контроля, да, то есть если государство заинтересовано в контроле недропользования и так далее, ну, даже вот магазины торговли, да, то есть каждый общественный, не знаю, ну, общественник должен быть уверен, что его работа не просто вот говорильная болтовня, да, а что имела юридическую силу. То есть раньше, получается, комитет государственного контроля могли налаживать штрафы на организацию, то есть не нужно вызывать полицейского, что такое составлять, да, он, то есть составляет, конечно, документы составляет, имеет право штрафы сами налаживать, имеет право закрывать организации, то есть деятельность организации имеет право. Общественники имеют, то есть нам нужно расширять полномочия, ну, чтобы иметь рычаги влияния, чтобы работа общественников не была в холостую. То есть мы просто говорим болтовня, да, а чтобы вот напрямую человек увидел нарушение, ну, не знаю, общественник, да, пошел, значит, созвал людей, зафиксировали это, штраф человеку или закрыли предприятие, допустим. И тогда действительно будут нарушители, скажем, будут бояться нашей работы, да, а так мы для них просто вот, ну, ходят, болтал, да. Вот люди даже пикеты составляют, да? Огромное количество людей, ну, возмущены, а этим насрать я никого, извините, да? То есть, ну, они как бы занимаются своим, как бы скажем, ну, нарушением продолжают. Ну, это неправильно, да? Должно быть, как бы скажем, ну, человек тоже должен, как бы, время, да, извините. То есть, результат нашего труда должен быть виден, да? То есть, ну, человек увидел нарушение, наказал, да? Если этого нету, то человек ходит, бьется и уже как бы становится уже таким, ну, как бы, не надеется на свою работу, да? Спасибо. Хорошо. Большое спасибо за такое вот яркое подведение итогов по этому блоку. И мы наконец-то приходим